Здравствуйте, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Уход режиссера Бахтиера Худайназарова. Почему лучший режиссер Таджикистана умер на чужбине? Киргизский сом круче рубля, Сума и Самани. Как долго еще киргизская валюта будет укрепляться по отношению к доллару? Должен ли Туркменистан озаботиться вхождением Афганистана в Шанхайскую организацию сотрудничества? И сколько стоит удовольствие протащить на капоте собственного автомобиля сбитого гаишника? Смерть прославленного таджикского режиссера Бахтиера Худайназарова не стала неожиданностью для его поклонников. Он долго болел и скончался в берлинской клинике. Слава пришла к Худайназарову еще с первых его картин. Зрителям особенно запомнился его знаменитый фильм «Братан», снятый режиссером в неспокойные 90-е. После дебюта этой картины Бахтиер Худайназаров стал знаменитым далеко за пределами своей родины. Потом были фильмы «Кош-Бакош», «Танкер Танго», «В ожидании моря» и, конечно же, «Лунный папа», принесший известность таким актрисам, как Чулпан Хаматова и Екатерина Гусева. За свои фильмы режиссер награжден многочисленными международными кинематографическими наградами, среди которых призы в Венеции и Риме. Последние несколько месяцев в жизни Худайназарова были особенно сложными. Он болел онкологическим заболеванием и долгое время лечился в берлинских клиниках. Сообщается, что режиссер «Последней воли» распорядился похоронить его не в Таджикистане, а в Берлине. Почему прославленный сын таджикского народа был вынужден жить на чужбине? Что или кто заставил его навсегда покинуть родину? Большая утрата для нас. Мы такая потеря, что мы потеряли такого именно своеобразного художника, такого мастера. Ну, я скажу так, в последние, скажем, где-то лет 15 вообще в постсоветском пространстве, не только там Таджикистан, такого режиссера уровня Бахтиера, я с уверенностью могу сказать, что нету. Его первая картина, первую картину, которую он сделал, «Братан», вот этот фильм уже стал легендой. Он получал массу призов. Этот фильм до сих пор в многих фестивалях мира просто показывает эту картину. Вот этот черно-белый фильм «Братан», наша узкоколейка, который потом разобрали. То есть с первого фильма он доказал, что он мастер высшего класса. Во-первых, он профессионал. Он изучал кинематограф очень серьезно. У него была прекрасная мастерская. Он учился в ГИКе, очень был талантливым студентом. И как личность, и как человек, который... Он был фанатом кино. Естественно, как человек талантливый, он все воспринимал очень близко к сердцу и все пропускал через себя. Это однозначно. Сейчас муссируют, особенно сейчас в социальных сетях, особенно мои коллеги и мои друзья из Таджикистана, что Бахтиер уехал, почему там уехал. Я вам скажу так, потому что ему было тесно в Таджикистане. Вот такого уровня режиссер, такого уровня таланта, поймите, что по всем параметрам ему было просто тесно. Во-первых, чтобы были такие финансирования, чтобы снимать такое кино, чтобы тебя понимали, чтобы ты мог свободно, спокойно заниматься своим делом. Когда у нас, извините, вообще финансирования не было. Афганистан должен стать постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества не позднее, чем на июльском саммите. Об этом заявил в статье для портала Гундагар Дмитрий Верхотуров, эксперт Российского центра изучения современного Афганистана. По словам политолога, это важно для безопасности самого Туркменистана. И Гурбангулу Бердымухамедову просто необходимо уговорить Ашраф Гани, чтобы тот присоединил свою страну к Шанхайской организации сотрудничества. В статье говорится, что если Афганистан станет постоянным членом ШОС, то будет возможно оказание ему экономической и военной помощи, необходимой для решительной борьбы с талибами и игиловцами. Если Афганистан в течение ближайшего времени сможет эту помощь получить и усилиться, то прорыв талибов в Туркменистан может и не состояться. Они не рискнут на такой прорыв в условиях давления афганской национальной армии на свои тыловые районы. На чем основываются прогнозы и расчеты эксперта? Будет ли Бердымухамедов сближаться с ШОС и Афганистаном в контексте его обращения за военной помощью к США? Эксклюзивное интервью эксперта Дмитрия Верхотурова.
Ну, во-первых, я хочу напомнить, что Афганистан уже является участником ШОС, он имеет статус наблюдателя. Речь идет о повышении его статуса до постоянного члена. В принципе, это давно предполагалось сделать, разговоры об этом уже несколько лет ведутся. Вот просто сейчас самый удобный момент, который можно сделать. Но вот почему-то Афганистан пока не подал заявки к саммиту, который запланирован в июле 2015 года в Уфе. То есть речь именно об этом, чтобы поторопить Афганистан с заявкой, ну и, соответственно, чтобы он попал в эту волну расширения членов ШОС вместе с Индией и Пакистаном, которые планируются на этом саммите. Вот. Что касается Туркменистана, то вот действия президента Бердымухамедова это как раз поиски союзника, поиски помощи. То есть много лет страна была нейтральной, это было здорово и замечательно выглядело. Вот, однако, когда появилась реальная угроза со стороны талибов, сконцентрировавшихся возле границы, то начались поиски, кого привлечь в союзники. Но готовы ли ШОС принять Афганистан как равноправного члена в свои ряды? Как к этому отнесутся ключевые члены организации Россия и Китай? Вот, понятное дело, что американцы ему, может быть, что-то пообещали, но вряд ли они дадут ему надежную гарантию. И мы видим, что там, где приходили в те страны американцы, там в том числе и в самом Афганистане, и в Ираке, то есть от них защита была весьма спорная. Плюс вот тот предложенный формат, то есть охрана международными силами газопроводов, это США невыгодно, потому что, как мы прекрасно знаем, газ с туркменских месторождений идет в Китай. То есть получается, что Бердымухамедов хочет, чтобы американцы охраняли газопроводы, собственно, снабжающие Китай, одного из его наиболее серьезных оппонентов в мире, газом. Понятное дело, что американцы захотят себе более выгодные условия. Вот. Если не брать американцев, то единственный возможный союзник для Туркменистана это только ШОС. А между тем, накануне в МИДе Туркменистана состоялась встреча с заместителем спецпредставителя Госдепа США по Афганистану и Пакистану Лорел Миллер, на которой стороны отметили большое значение расширения контактов с учетом многолетнего позитивного опыта. Киргизский сом набирает вес, в отличие от соседних национальных валют таджикского самани, узбекского сума и даже российского рубля. Киргизская валюта уже в течение недели все более укрепляется по отношению к доллару. Киргизские экономисты практически ставят ставки в тотализаторе на то, до какой цены повысится стоимость сома по отношению к доллару. За последнюю неделю доллар потерял уже несколько процентов, и его снижение стремительно продолжается. Некоторые эксперты говорят, что рост киргизской валюты уже на пределе, другие предвещают доллару едва ли не 10% падение. Что повлияло на укрепление киргизского сома? Как долго в паре доллар-сом будет доминировать последний? И стоит ли киргизстанцам попытаться заработать на этом? Кыргызский сом, он тесно взаимосвязан в торговом плане с российским рублем. Поэтому компания российского рубля отражается и на кыргызском соме. И зачастую бывает так, что, к сожалению, нашу кыргызскую валюту и наш кыргызский рынок используют, иногда бывают случаи, чтобы, так скажем, в целях именно денежной спекуляции продают, покупают доллары. Зачастую инструментом платежа идет доллар, да? То есть этот доллар тоже надо где-то закупать, приобретать. И поэтому вот эти вещи, когда купля-продажа различных валют и товарные операции, они влияют на сом курса. Далее коротко о ключевых событиях Центральной Азии. Радикальное движение «Талибан» объявило о начале в Афганистане традиционного весеннего наступления на правительственные силы и иностранных военных. Операция боевиков получила название «Азм» – решительность. Заявление талибов выражается недовольство, что обещанный вывод иностранных войск из Афганистана не состоялся в полной мере. В аэропорту Ташкента автобус столкнулся со стоящим самолетом, жертв нет. По предварительным данным, у автобуса либо не сработал ручной тормоз, либо водитель забыл поставить транспорт на него, из-за чего автобус покатился и врезался лобовым стеклом в воздухозаборник Боинга. Министры культуры России и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2015-2017 годы. Страны договорились о развитии сотрудничества между библиотеками, повышении квалификации и проведении творческих стажировок преподавателей вузов, обмене исполнителями и музыкальными коллективами. Казахстан занимает четкую и последовательную позицию по исключению возможности введения единой наднациональной валюты в рамках Евразийского экономического союза, заявлено Министерством экономики республики.
Китай начал в Таджикистане строительство новой линии электропередач. Протяженность линии составит 196 километров. Стоимость проекта свыше 80 миллионов долларов. Эта же китайская компания построит 5 средних общеобразовательных школ в Душанбе и других районах республики. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приказал в случае необходимости привлечь резервистов для укрепления охраны границы с Афганистаном. Власти республики все больше опасаются прорыва боевиков на юг страны. Молодежное движение «За возрождение Таджикистана» выбрало главу на место Максуда Ибрагимова, выкраденного в январе таджикскими спецслужбами. Новым лидером движения стал 30-летний Маруф Лангарчиев, который сейчас находится в Европе. В прошлом году Максуд Ибрагимов и его соратники стали известными из-за серии собраний и митингов, проведенных в российских городах. В них в основном принимали участие трудовые мигранты из Таджикистана. На этих собраниях люди выражали свое недовольство нынешней политикой властей и их некомпетентностью в решении экономических проблем. В конце 2014 года после серии угроз Ибрагимов подвергся нападению. Бандиты 6 раз ударили Ибрагимова ножом, однако после покушения он выжил и продолжал свою деятельность. В конце концов, 20 января из съемной московской квартиры оппозиционер предположительно был выкраден сотрудниками спецслужб. Спустя 10 дней власти Таджикистана официально подтвердили, что Ибрагимов находится в Душанбе и содержится в СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Тем не менее, движение «За возрождение Таджикистана» никогда не позиционировало себя как оппозиционное или политическое объединение. Своей целью они объявили улучшение жизни в Таджикистане, создание там условий для достойной работы, чтобы не было необходимости нескольким миллионам таджикистанцам искать заработок за границей. Однако, несмотря на это, молодежное движение было объявлено властями оппозиционным и экстремистским, а его лидер брошен за решетку. Каковы дальнейшие планы объединения? Готово ли оно само себя признать оппозиционным? И какова судьба прежнего его лидера Максуда Ибрагимова? Интервью только избранного главы движения «За возрождение Таджикистана» Маруфа Лангарчиева. 21 апреля мы проводили съезд, на котором члены движения «Молодежь Таджикистана за возрождение Таджикистана» единогласно проголосовали за мою кандидатуру в качестве председателя данного объединения. Я очень рад такому высокому доверию, постараюсь оправдать это доверие и довести наше общее дело до логического завершения. Хочу подчеркнуть, что фактическим лидером нашей группы останется Максуд Ибрагимов. Мы приложим все усилия, чтобы он был экстрадирован в Россию, и там был продолжен в отношении него судебный процесс. Что касается наших планов, то изначально мы планировали работать с молодежью, чтобы наша молодежь смогла защитить свои права как внутри Таджикистана, так и за его пределами. Однако, сегодняшний режим Таджикистана, вместо того, чтобы прислушаться к нашим требованиям, начали против нашей группы и нашего лидера репрессии и преследования. Именно по этой причине мы решили объединиться с другими оппозиционными силами и сместить политический режим в Таджикистане. А тем временем родные другого оппозиционного лидера Шарафиддина Гадоева, руководителя группы 24, объявленного в розыск в Таджикистане, говорят, что давление властей привело к тому, что семья оказалась в бедственном положении на грани нищеты. Зятья были хорошими ребятами, но не смогли выдержать давление властей и оставили детей и жен, говорит Оишамо Абдулоева, мать Гадоева, в интервью Озоди. Вы знаете, давление на мою семью идет полным ходом уже несколько месяцев, но мы не хотели, чтобы эта информация стала достоянием общественности. Таково ее сделали сотрудники ГКНБ Таджикистана. Их целью является запугивание народа и инакомыслящих. По поводу давления я хочу сказать, что эту экономическую блокаду, которую устроили власти моей семье, то есть полное воспрепятствование их бизнесу, никаким образом меня не остановит. Ровным счетом даже и те предложения, которые были для нас озвучены. Я с уверенностью заявляю, что ничего не может стать причиной нашего отказа от борьбы против диктатуры в Таджикистане. Оказывается, удовольствие прокатить сотрудника ГАИ на капоте своего автомобиля может очень дорого стоить – 2,5 года колонии общего режима. Именно на такой срок был осужден прославившийся непослушный водитель из Таджикистана. Месяц назад водитель частного такси в ответ на требование ГАИ остановить машину для проверки документов продолжил движение, при этом настойчивый гаишник успел спрыгнуть ему на капот. Резвый водитель после короткой остановки нажал на педали газа и прокатил блюстителя на капоте. Через 700-800 метров уже другой сотрудник ГАИ на личном авто остановил на пути непослушного водителя и задержал его. В итоге таджикистанский суд приговорил водителя к заключению в колонии общего режима. Видео происшествия стало весьма популярным в интернете. Это была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие известия. До свидания.